Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вашего нового знакомого, приятеля, на нового человечка в вашей жизни. Просканируем и поймем, кто он, что он из себя представляет, есть ли у него какие-то тайные секреты, ну и как у вас с ним там сложится, получится, стоит ли вообще этого человека всерьез рассматривать. Пожалуйста, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени. Если не знаете имя, просто вот образ его представьте. И давайте будем смотреть. Я думаю, вы все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Человек-одиночка. Смотрите. У нас в венце он вышел сам, один. Одиночка. Мало того, у него еще, видите, над головой коса. Серьезный знак, серьезный. Ладно, его мы разберем немножко попозже. Это его судьба выходит, да, нам сразу показывают. Что по поводу этого человека? В принципе, человек неплохой. Каких-то, скажем так, настораживающих знаков не показано. Вот я сейчас смотрю, нет, не вижу. Вот. Что я могу сказать про этого человека? У человека уже был опыт семейной жизни, либо он очень привязан к своей семье, к своим родителям. Вот. То есть он уже испытал то, что мы называем семейными узами. У кого-то отыграется, что человек был женат, либо долго сожительствовал с какой-то женщиной, даже, возможно, у него есть дети. А у кого-то из вас отыграется, что мужчина на протяжении многих лет был таким а-ля мамочкиным сынком, жил в семье и к этому привык, у него какие-то даже есть уже свои стандарты и требования к тому, как все должно происходить. Значит, мои хорошие, что он от вас скрывает? Честно, он человечек такой, темненький, темная лошадка, можно так сказать. У него есть какие-то страсти, это какие-то увлечения. Эти увлечения, они граничат с каким-то риском, либо связаны с риском. Там что-то, вот знаете, либо быстрая езда, либо это какие-то, может быть, даже азартные вещи, да, не обязательно там игры азартные. Потому что он, в принципе, сам по себе очень азартный человек, да, любой там челлендж, любой вызов, и все, он уже там, он уже ни о чем не думает, ему главное там победить. Да, такой может быть человек. Очень, кстати, привязан к друзьям. Вот друзья, товарищи, это его вторая семья. Он доверяет тем, кто его окружает. Хорошо ли это? Честно сказать, да, это так, да, 50 на 50. С одной стороны, человек без друзей, это, конечно, подозрительно и характеризует как, скажем так, неблагоприятная личность. А человек, который уж слишком предан друзьям, сами понимаете, да, там любой друг, там, извините, плохо себя почувствовал, там, прокашлялся, пропукался, да, и он уже бежит там на помощь этому другу. То есть его могут его друзья использовать в своих интересах, и он этого не замечает. То есть интересы своих друзей, там, товарищей, братьев он может ставить превыше своих собственных. К этому вы должны быть готовы. Я думаю, что вы уже в этом убедились, да, либо у кого-то вот прям был наглядный пример, когда человек, возможно, даже с вами там лишние 5 минут не поговорил, и там по первому уже там сигналу, звоночку помчался на помощь к своему другу. Вот, понимаете как? Он привык так жить. И вот знаете, что я в нем не вижу? Я в нем не вижу опыта любви.
чтобы этот человек по-настоящему любил. То есть испытал это чувство во всей красе, да, во всей полноте. Этого в его жизни не было. Даже если он был в браке. И даже если он несколько раз был в браке. Там, с несколькими женщинами жил. Любить он еще не любил. Вот эта тема для него новая, неизведанная. И даже в каком-то моменте интригующая, пугающая. Вот такой человечек. Ревнивый ли он? Нет, он не ревнивый, абсолютно не ревнивый. Возможно, даже у него какой-то принцип по этому вопросу существует. То есть он доверяет и просит такого же доверия в ответ. При всем при том, если он вдруг, ну вот прям застанет, и застанет на горячем, ну грубо говоря, да, там застанет вас в объятиях с другим мужчиной, он обязательно у вас поинтересуется, а что, собственно говоря, происходит, и почему вы так, например, с ним поступаете. То есть это не тот, кто психанет, либо там с кулаками кинется, нет, этот начнет разбираться, что случилось, какие причины, что тебе там во мне не хватило, не понравилось. Ну, такой, немножечко дотошный. Так, его ментальность. Но я не могу сказать, что он звезды с неба ловит. Скорее он такой средненький, девочки, средненький. Вот уровень образования средний. Может быть, он даже и технарь, но, скажем так, не блестящий, да, не блестящий мужчина. То есть у него какие-то общие знания, у него какой-то, знаете, вот... Он, скажем так, книжным знаниям, книжным, вот, да, прописным вот этим истинам, он не особо доверяет. Он доверяет, например, опыту других людей, либо какому-то переданному знанию. Да, кто-то кому-то там сказал, либо кто-то кого-то научил. Вот этому он больше доверяет. Он практик, да, он не теоретик, он практик. Сильные его черты. Он любит какую-то механическую работу, что-то, знаете, сидеть, ковыряться. Может быть, он в детстве увлекался тем, что собирал там модельки, допустим, самолетов, да, может быть, он пазлы любит собирать. Кстати, да, вот, возможно, у кого-то отыграется, что он игроман. Вот сейчас вот пришла прям информация, да, картиночка, да, человек вот по клавишам, да, вот с каким-то надрывом бьет. Девчонки, вот серьезно, у кого-то отыграется, что он просто, был у него период времени, когда он пропадал в этих компьютерных играх. И, кстати, возможно, из-за этого отношения, например, предыдущие были у него потеряны. Вот, то есть, как бы он начинает играть, я уже говорила, что он азартный, да, и все, понеслась, сутки напролет, он ничего не видит, никого не видит, света белого не видит. Но сейчас он немножечко по-другому настроен, либо он себе подавляет это желание. Вот. Он сейчас стремится к тому, чтобы чего-то добиться, как-то утвердиться. Возможно, так отыграется, что многие из его, так скажем, братишков, друзей, они семейные, да, либо у них есть какие-то серьезные отношения. И он себя чувствует, какой-то белой вороной. Ему тоже хочется семьи, ему тоже хочется быть как все. Вот все с женами пришли на какое-то мероприятие, а ему не хочется бобылем быть, ему тоже хочется прийти со своей спутницей, со своей девочкой. Вот. Возможно, даже это и есть одна из причин, да, которая его побудила к вам подойти, например, познакомиться, либо начать с вами общаться. Как вы на него влияете, как он вас видит? Вы ему нравитесь, очень нравитесь, внешне нравитесь. То есть, знаете, вот физиологию возьмем, нравится, очень нравится, восхищается даже какими-то там особенностями, скажем так, чертами вашего лица, либо вашей фигуры, очертаниями. Что-то нравится, очень нравится. Вот. Как человек, вы ему очень подходите. Вы простая, вы легкая, вы понятная, вы не наглая, вы не хамовитая. Хорошо воспитанная девочка, которая умеет себя вести в приличном обществе. То есть, говорит так, 5. Серьезно, так прям 5, еще и с плюсиком. В этом плане восхищается. Говорить про любовь, я не буду говорить про любовь, потому что любовь он еще не испытал. Но даже привязанности особой нет, как навязчивая больше идея идет. Сейчас он больше, знаете, как разгорается на план страстей, да, вот ему хочется с вами страстей, то есть тянет вот именно по этому делу, по нижним чакрам.
Ну а так, чтобы сказать, что он прям влюбился и забылся, пока этого нет. Но это не значит, что этого не будет. Смотрите, девочки, сейчас он идет у меня одиночкой. Вот. Он и сам про себя говорит, я одинокий. И по жизни он как-то, знаете, себя чувствует одиночкой, несмотря на то, что его окружает огромное количество людей. Вот у него над головой коса. Коса говорит о том, что у человека жизнь будет меняться. Причем меняться очень как-то резко, одномоментно и серьезно. Вот так, чтобы, знаете, с ног на голову. Может быть, он уже в гуще событий этих находится, а может быть, это его еще ждет, да? Может быть, это ближайшее его событие. Девочки, вот такой, как он есть, он не останется. Здесь ему идет действительно крутая перемена в жизни. Как бы, знаете, время его пришло, да? Пришло время каким-то, может быть, достижением, свершением. Этот человек, он себя проработал, либо прорабатывает сейчас. То есть у него, ну, как новый уровень идет, абсолютно новый уровень. И у него будет выбор, девочки, выбор жить теми принципами, идеалами, которыми он жил до сих пор, либо как-то вот все прям по-новому, да, чтобы прям все пошло по-новому. Смотрите, почему вы встретились, да, почему у вас сейчас, ну вот, вас тянет друг к другу, да, почему у вас отношения начинаются, либо симпатия между вами. Это не просто так, сразу хочу сказать. Здесь я вижу, что вас друг к другу, ну, скажем так, прилепили, да, вот как свели, да, вас свели, высшие силы свели. Вы друг другу нужны. Очень нужны. Этот мужчина нужен вам, чтобы вы себя женщиной почувствовали, чтобы у вас какой-то интерес пробудился, ну, к жизни, да, к тому, чтобы как-то с собой что-то сделать, улучшить себя. Захотелось, да, чтобы вам захотелось быть вот красивой женщиной. Вы как-то на себя немножечко подзабили. Ну, не то, чтобы вы не следите за собой, просто, ну, может быть, не для кого было, да, поэтому... Вот этот мужчина, он вас простимулирует. А вы ему нужны, вы, для того, чтобы какой-то пример показать, либо, может быть, какой-то опыт ему дать, да, вот пример своей, например, жизни, там, своей карьеры. Вот, вы ему идете как учитель, учитель, который дает ему знания. Может быть, вы еще не в таких отношениях, да, когда это все реализуется. Ну, попозже будет нормально. Я вижу, что вы с ним будете общаться. Отношения у вас какие-то очень вялотекущие. И в моменте сейчас, и, возможно, даже в ближайшем будущем они такие будут. Это нормально, это естественно. Вы оба как-то, знаете, ну, тянетесь, конечно, друг к другу, но оба боитесь обмануться. Да? Ну, зачем мне прям влюбляться в него, либо в нее, да, если это все иллюзия, а если это все не настоящее. У вас больше как на дружбу похоже, да, дружба такая с перспективой, да, с перспективой. Поэтому, мои хорошие девочки, если мужчина вам нравится, если он вам интересен, тогда наберитесь терпения и доверьтесь высшим силам. Если вы хотите страстей, эмоций, вот этой влюбленности, когда сердце колотится, вы там аппетит теряете, там щечки блестят, глазки горят, но это не тот человек. Он очень спокойный. Я бы даже сказала, в каких-то моментах флегматичный. То есть, конечно, инициатива ему не чужда, но он ее не проявляет направо и налево. Это не тот человек, кто будет бить себя копытом в грудь и кричать: да я самый первый, я самый лучший, там одна нога здесь, другая там. Нет. Он перед каждым делом должен посидеть, подумать, несколько вариантов себе там наметить, да, там запасные выходы, входы, да, вот у него так все скрупулезненько идет. Надежный, он надежный, девочки, очень надежный. Если вы с ним сойдетесь, но в пару, в брак, да, потому что здесь перспективы есть на это, я это вижу, но это как отдаленное будущее у нас идет, то вас с этим человеком ждет, ну, скажем так, очень умиротворенная, спокойная жизнь. Это не болото, ну и, скажем так, волн там тоже не будет, какой-то бесконечный штиль. Вот. Если вы хотите такие отношения,
пожалуйста, прекрасный вариант, рассмотрите, дождитесь, да, пока он там влюбится, надумает. Вот. Ну, если вы хотите нечто более яркого, огненного, перченого, ядреного, то, к сожалению, этот человек вам этого не даст. Мало того, с возрастом он будет становиться еще более спокойным человеком, таким вот прям. Он не раздражительный, он такой продуманный, понимаете, он продуманный. Вот нету в нем вот этой горячки, что все там, да, психанул, еще что-то сделал. Нет, это хорошо. Вот кто устал от таких психов, да, а я так понимаю, что здесь есть девочки, которые уже, скажем так, крылышки свои-то обожгли об эти нервы, об этот огонь. Пожалуйста, замечательный мужчина. И еще хочу такую вещь сказать. От этого мужчины будут очень красивые детки. Вот у него хороший генотип. Вот. Так что думайте, выбирайте. Пока у вас все на правильном пути, да, как бы не быстро, но развивается. И такое развитие, на мой взгляд, наверное, самое оптимальное. Особенно для девушек, кто уже, скажем так, ну, побывали, да, в отношениях ярких. Поэтому думайте, решайте. Мужчина, в принципе, неплохой. Если, девочки, он вас полюбит, да, представьте, вы будете первая любовь. Вот та самая настоящая и искренняя. Для него вы будете первой. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.